сентябрь начинается с празднования Дня знаний. Агинский национальный музей имени Гамбужап-Цыбекова по традиции провел акцию 1 сентября «День открытых дверей» для школьников, их родителей и первокурсников средних специальных учебных заведений поселка Агинской. В этот день были проведены тематические экскурсии «Здравствуй, музей» для посетителей-новичков. Прежде всего их ознакомили с основами музейной культуры, провели обзорную экскурсию по залам и экспозициям. Также наш сотрудник по поручению администрации Агинского бурятского округа принял участие в торжественной линейке в селе Цактахангел. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день состоялась встреча с учащимися 9 класса Агинской окружной гимназии. Им были разъяснены понятия террор, терроризм, толерантность, рассказаны подробности террористических актов на территории России. Более подробно рассказали о событиях 1 сентября в Беслане, о захвате в заложники детей, о мужестве нашей землячки, учительницы Бесланской средней школы Даримы Батуевны Аликовой-Базаровой. На музейном уроке «Вечная память. Скорбный Беслан» в целях сплочения всего гражданского сообщества, противодействия терроризму ребята стали участниками онлайн-акции «Голубь мира». Такие же уроки прошли в Агинской средней школе номер 1 с учащимися старших классов. На музейный урок 8 сентября, посвященный памяти жертв блокады Ленинграда, были приглашены учащиеся 6 класса Агинской средней школы номер 2. Урок был проведен с целью формирования патриотического сознания детей и подростков, сохранению исторической памяти, приобщению учащихся к пониманию ценностей человеческой жизни и значению подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 9 сентября состоялось открытие выставки «Край родной» забайкальских художников, которая посвящена воспеванию образов родного края, типичных мотивов, сюжетов, людей. Выставка была представлена Забайкальским краевым художественным музеем. Выставка знакомила с произведениями выдающихся забайкальских живописцев второй половины 20-21 веков, важными тематическими направлениями их творчества. Увлекательную экскурсию по живописи художников Забайкалья провела Екатерина Сергеевна Ляшенко, заместитель директора по научно-просветительской деятельности Забайкальского краевого художественного музея, кандидат культурологии, член Забайкальского отделения Творческого союза художников России. В рамках торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Агинского бурятского округа, на аллее героев состоялось торжественное возложение цветов героям войны, труда, героям России. В экспозиционно-выставочном зале музея была развернута выставка «Славься, моя Ага», посвященная также 85-летию Агинского округа. Этому были посвящены музейные уроки для учащихся поселковых школ с показом видеофильма и проведением экскурсий по выставке. Сотрудники музея развернули выставку фотографий ко дню рождения ровесника округа Иосифа Давыдовича Кобзона под названием «Жизнь как песня». Были представлены фотографии о яркой многогранной деятельности депутата Государственной Думы, певца и профессора Иосифа Давыдовича Кобзона. Было смонтировано видео с историческими фотографиями депутата, пребывавшего в разное время в Агинском округе. В рамках профилактического мероприятия проведена обзорная экскурсия по музею с детьми, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних городского округа поселка Агинское и муниципального района Агинский район. Коллектив музея принял участие в торжественном открытии фестиваля бурятского языка в Агинском бурятском округе. Музей представил манекенов в бурятской национальной одежде с табличками названий элементов одежды на 2 языках. Также сотрудник музея провела мастер-класс по изготовлению бурятской плетеной пуговицы сонпе. В музее открыта выставка фотографий «История бокса Аги», которая посвящена столетию бокса в Забайкальском крае. Здесь представлены фотографии именитых спортсменов и истории их побед. Коллектив музея принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. У памятного знака Герою Российской Федерации Алдару Цидинжапову на центральной площади поселка Агинское
на аллее героев, в торжественных мероприятиях в сквере Зорница, а также на торжественном открытии первого регионального турнира по вольной борьбе памяти Героя России Алдара Садинжапова. Коллектив музея принял участие в краевой культурно-просветительской акции «Этнографический диктант» под эгидой Года культурного наследия народа в России и к 85-летию со дня образования Огинского бурятского округа. В данном мероприятии приняли участие 9 сотрудников музея. В течение месяца проводятся музейные уроки, обзорные экскурсии. Специально для ветеранов и пенсионеров проведена экскурсия по музею. Планируются выездные выставки и лекции. Все расчеты ведутся по Пушкинской карте. За месяц продано свыше 300 билетов, почти 30% которых проданы Пушкинской картой. Всего музей посетило свыше 600 гостей и проведено 18 обзорных экскурсий. Коллектив музея принял участие в оказании гуманитарной помощи для мобилизованных земляков, военнослужащих, которые призваны принимать участие в специальной военной операции на территории Украины. Это далеко не полный перечень всех событий, которые происходили в Огинском национальном музее имени Гамбужап-Цыбекова в сентябре 2022 года.